Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре пятница, 27 мая. И в эфире мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. И сегодня в нашем эфире мы узнаем: в Якутии во время ледохода качество речной воды заметно ухудшается. Но замечают ли эти изменения якутяне? Поговорим сегодня о качестве воды. Свежие овощи и клубника. Мирнинские коллеги расскажут о планах успешного фермера. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники библиотек. Совершим небольшую экскурсию по библиотеке «Созвездие». Ну а также, услышим, как поет ансамбль «Веселушки» на Иланке. Будьте с нами в течение всего нашего эфира, создавайте настроение также в прямом эфире. Пишите к нам в наши социальные сети по номеру 914-273-44-88. Делитесь планами на выходные, рассказывайте, как прошла рабочая неделя, а также поздравляйте своих родных и близких с какими-то памятными и важными датами. Ну а сейчас, по традиции, давайте узнаем, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 4-5 градусов со знаком плюс. В заречной группе Улусов в это утро в Амге плюс 1 и плюс 6 в мае. В южных Валдане и Нерингре плюс 3, а в Вилюйской группе от 2 до 5 градусов тепла. В Нижнеленских от 0 до 2, в западных от 1 до 7 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро похолодало в Чукурдахе минус 5 градусов. Более теплее в Уснере, плюс 8. В Янских тоже прохладно, минус 5, минус 2. На северо-западе минус 1, 0 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 6 градусов со знаком плюс и атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают день без осадков. Ветер северный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 13-15 градусов со знаком плюс. Ну что, сейчас мы желаем всем приятного аппетита. Я думаю, что многие из вас сейчас завтракают. Завтрак вообще это самый главный прием пищи в течение дня. Поэтому он должен быть обязательно полезным и вкусным. Ну, иногда идеи заканчиваются уже на яичнице и овсянке. Именно в таком случае вас выручает подборка рецептов от нашего су-шефа ресторана «Крыша» Евгения Новгородова. Доброе утро, меня зовут Новгородов Евгений, я су-шеф ресторана «Крыша». Сегодня мы будем готовить полезнейший завтрак из крупы кускус, куриного филе, брокколи, томатного соуса и томатов. Кускус готовят из манной крупы твердых сортов. Для того, чтобы ее правильно приготовить, необходимо вскипятить воду и заварить крупу. Ее не нужно варить, то есть берете какую-то тару, заливаете туда кипяток, накрываете чем-то сверху и ждете примерно 5 минут. Я уже подготовил крупу, вот такая вот она получается. Дальше мы возьмем куриное филе, его мы также отвариваем. Буквально нам нужно будет грамм 70, и варить это нужно будет нарезанным 2-3 минуты. Брокколи бланшируются. Для тех, кто не знает, бланшировка – это варка продукта буквально 2 минуты в кипящей воде. После этого его нужно сразу же достать, либо продукт у вас испортится и переварится. Собираем блюдо. Для этого нам понадобится сковородка. Ставим ее на плиту, включаем огонь. И нам понадобится вода. Вода нам нужна для того, чтобы распарить блюдо, чтобы оно стало горячим, так как это завтрак горячий. В сковородку с теплой водой мы закладываем наш готовый кускус, чтобы его прогреть. Закладываем куриное филе, бланшированные брокколи. Доводим все это до кипения. Выпариваем лишнюю водичку. Также нам сюда нужно будет добавить еще томатный соус. Томатный соус, опять же, на выбор. Можно взять томаты в собственном соку, либо какой-то готовый, который продается в магазинах. И нам понадобится 1 зубчик чеснока. Пока у нас это все вываривается, чеснок мелко нарезаем. Мелко-мелко, чтобы мы чувствовали его аромат в блюде, но сам чеснок, когда кушали, не чувствовали. Все, закладываем это все сюда.
И добавим немножко томатов. Также кубиком нарезаем. Я думаю, грамм 40 будет достаточно. И добавляем томатный соус. Полезно, очень питательно на завтрак будет. Ну и начинаем сервировать наш завтрак. Берем тарелку. Красиво в центр выкладываем. И для сервировки мы будем еще использовать ароматное масло. Ароматное масло – это растительное масло с добавлением любой зелени, которая вам нравится, чеснока и специй. Все нужно просто проблендерить блендером, и получится у вас такая масса красивая. И все это обильно поливаем. Ну и я еще украшу все это веточкой тимьяна. Вот так. Наш завтрак из кускуса, куриного филе, брокколи и томатов готов. Приятного аппетита! С сегодняшнего дня начинается республиканский фестиваль «Мир Май ГТО» по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В России за последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 миллионов человек. Якутия не стала исключением. Более 115 тысяч жителей из республики зарегистрированы в системе ГТО, среди которых более 41 тысячи участников, это почти 12 тысяч участников физкультурного комплекса, получили уже знаки отличия. И мы Об этом, сегодня поговорим с нашим гостем. С нашим гостем у нас в гостях Александр Николаевич Бугаев, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите про программу республиканского фестиваля «Мир Май ГТО». Кто в нем может принять участие? Да, значит, этот день, Мир Май ГТО и вообще единый день выполнения нормативов ГТО у нас указом главы нашей республики с 2018 года уже есть такой день, да, это последнее воскресенье мая месяца. И вот с сегодняшнего дня, вот как уже вы сказали, у нас на протяжении 3 дней, пятница, суббота, воскресенье, по всей республике. То есть муниципальные районы тоже могут проводить этот фестиваль. Значит, да, у нас, тоже скажу для информации, что у нас 42 центра тестирования ГТО во всех муниципальных районах, 36. А в городе Якутске сегодня, начиная с 10 часов, на протяжении 3 дней будет фестиваль «Мир Май ГТО». Значит, ГТО имеет 11 ступеней, да, то есть каждый 6 лет, да, это то есть детские ступени 5, ступени 6 лет начинается, да, 6, 7 лет, 8, 9, так идет, да. Ну и до преклонного возраста, там 11 ступень, это 70 лет и старше. То есть любой желающий, у которого есть регистрация на федеральном сайте gto.ru, и который имеет медсправку, да, может подойти сегодня на стадион Туймада, сегодня, завтра, послезавтра, и за эти 3 дня полностью выполнить нормативы ГТО. Если человек сдаст, то, значит, получит знаки отличия: золото, серебро, либо бронза. Это единственные 3 дня, когда можно сдать эти нормы, если, допустим, у кого-то сегодня не получается по каким-либо причинам? Нет, это не единственный день, это просто сегодня вот фестиваль проводится, да, на территории всей республики. То есть это вот праздник ГТО, спорта, дружбы, здоровья, да. А так у нас есть, я уже, как сказал, 42 центра. У нас есть региональный центр, она базируется, значит, на стадионе Туймада, это региональный центр ГТО, республиканский центр, да, то есть любое время тоже зарегистрироваться, можно позвонить по телефону, через сайт можно посмотреть нашего министерства, через управление физической культуры, массового спорта республиканского, да, то есть любое время можете подойти, сдать, но за эти 2-3 дня не получится, да, там определенный график, потому что там есть и на некоторых ступенях есть обязательные требования, как плавание, да, допустим, да, стрельба, то есть локация меняется, то есть надо будет подойти в один день в бассейн, да, комплексное, поэтому, а вот сейчас вот именно в рамках фестиваля дается возможность каждому, да, жителю республики, города Якутска, то есть
А давайте подробнее поговорим, какие нормативы нужно сдать для прохождения вот этого комплекса ГТО и получения значка. Ну, нормативы испытания, да, они совершенно какие, такие да, доступные. Да, ну, детские начинаются, допустим, с бега 30 метров, либо ребенок выбирает челночный бег, да, 3 раза по 10. Ну, там вот подтягивание, да, из упора вот виса, да, есть и отжимания, да, есть и вот пресс качаешь, вот метание на меткость мяча для детей, да. Для взрослых, ну, дистанции более серьезные, там 100 метров надо пробежаться, потом 3 километра кросса надо пробежаться, да, плавание 50 метров. И обязательно во всех ступенях это вот гибкость, да, вот стоя на скамейке, не сгибаешь ноги и вот наклон вперед делаешь. Вот твоя любимая. Вот это бы я сдала, но вот я бы уже провалилась на отжимании и на подтягивании. Что делать в таком случае? Ну, если там несколько комплекс испытаний, да, там суммируется, если, допустим, большая часть вы сдадите на золото, да, суммируется там по определенной этой, да, то вы получите золото, либо серебро, если бронза. Но если не удастся, не удастся все-таки Заменить, сдать, да, можно да, это как-то? да, есть заменяющие, да, можно, да, заменить. Но если все-таки не удастся сдаться кому-то, да, не надо вообще ни в коем случае там печалиться и так далее, можно любое время. Это же главная цель, это привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом, да, поэтому это есть вот стимул, Мотивация. да, мотивация, да, вот, заняться собой, физической культурой и спортом, и, ну, и рано или поздно сдать. Ну и для себя же хорошо вот иметь значок ГТО. И Да. это будет пример для вот подрастающего поколения, для детей. Ну вот недавно сборная команды Якутии приняла участие во Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов. Да? Он происходил в городе Екатеринбурге. Белгороде. В Белгороде? Да, в этом Какие году. успехи? Так, ну, вообще надо сказать, что Министерством спорта вот такие фестивали, спартакиады очень много проводятся. И, кстати, тоже скажу, вот нынче у нас 8-я спартакиада народов Республики Саха-Якутия в Барагонцах, и мы впервые в программу включили тоже вот выполнение нормативов ГТО. И вот недавно, да, в Белгороде в начале мая прошел фестиваль именно среди государственных служащих, муниципальных служащих и трудовых коллективов. И сборная команда, мы проводили отбор республиканский, и сборную команду направили, ну, достаточно успешно выступили. И один член нашей команды, это зам главы вот, Наслега, да, до республиканских, он вот как раз и в гибкости стал чемпионом. О, Ну, мы Да. поздравляем, действительно замечательный, потрясающий результат. Друзья, мы всем вам рекомендуем присоединиться к этому фестивалю «Готов к труду и обороне». но Мир, сейчас труд, прервемся май. на небольшую паузу и вернемся в студию. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Глава региона Айсен Николаев выступил с инициативой премировать выпускников. Так, 100 тысяч рублей будут выплачивать тем, кто сдаст ЕГЭ по любому предмету на 100 баллов. Инициативу реализуют к празднованию столетия Якутской ССР. Так, по словам директоров школ, премии станут не только поощрением за отличные результаты, но и дополнительным стимулом и хорошим материальным подспорьем для будущих абитуриентов. Лучшие школы республики выражают надежду сохранить лидерство по количеству 100-бальников в текущем году. В нашей городской классической гимназии с 2013 года 9 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов, дает нам надежду, что и в этом году, в знаменательную дату, в год столетия Республики Саха-Якутия, в нашей школе тоже будут ребята, которые смогут получить 100 баллов. По графику идет строительство новой каменной школы-сада на 150 мест в селе Чапанда Нюрбинского района. Строить начали в 2019 году. Общая площадь объекта 4000 квадратных метров. Стоимость почти 500 миллионов рублей. 300 миллионов выделяют из районного бюджета, дивидендов компании «Алроса», 100 миллионов софинансирование республики. Фасад и черновую внутреннюю отделку завершили в прошлом году. В настоящее время прокладывают инженерные коммуникации. Ожидают приезд бригады, это 60 человек, для наружных чистовых отделочных работ. Приедет бригада около 50 человек на чистовую отделку. Черновая отделка была закончена в прошлом году, поэтому планируем ввести школу до 1 сентября.
Новая станция техосмотра появилась в Нижнем Бестяхе. Теперь жители поселка и заречных улусов могут пройти технический осмотр в административном центре Мигино-Кангаласского улуса. Станция проводит техосмотр всех видов транспорта, от легковых до грузовых машин. Оборудование установили согласно требованиям Минтранспорта России. Владелец станции призывает всех автолюбителей содержать свои машины в хорошем состоянии, чтобы не было проблем на дороге, и обязательно проходить техосмотр. Тормозной стенд, газоанализаторы, программа ЕИСТМ, проверка светофар, пропускаемость стекол автомобилей. От себя хотелось бы пожелать всем автолюбителям республики нашей содержать свои транспортные средства в хорошем состоянии, чтобы не было проблем на дороге, и проходить техосмотр с первого раза. А медвежонок, который более 10 лет прожил у придорожного кафе, привезли в Челябинский зоопарк. Кафе, при котором раньше проживал малыш, закрылось, поэтому Мишка попал в небезопасные условия. Сотрудники заведения вместе с волонтерами занимались переселением малыша. Заманить медведя в клетку было непросто. Спасло положение банка меда, которого медведь сразу заинтересовался. Банку поставили в транспортную клетку. Ну, питается он у нас согласно нашему рациону, то есть это вареный геркулес с вареной курицей, то есть это каша, которую он, кстати, очень любит, она ему понравилась. Также это морская какая-то рыба, минтай, либо горбуша, либо скумбрия, либо сельдь, творог, яйца, морковь, фрукты, яблоки, груши в основном. Ветки зеленые, это яблоня вот на данный момент, да, сейчас мы ему даем. Дорогу до зоопарка медвежонок перенес хорошо. По словам сотрудников зоопарка, сейчас малыш чувствует себя хорошо, с ним играют, проводят тренинги и помогают скорее пройти период адаптации. Ну, судя по тому, как любит питаться Мишка, косолапый, который любит овсяную кашу, он точно жил у какого-то придорожного кафе, где было включено и завтрак, и обед, и ужин. Прям правильно питался. Слушай, ну и против баночки меда он не смог устоять. Ну, конечно, это десерт. А вот официальный ритейлер техники Apple Restore приостановили работу части своих торговых точек в России. Ритейлер Apple Restore на 3 месяца закрыл 8 точек в Москве, 4 в Санкт-Петербурге, а также по одной в Казани, Краснодаре и других городах России. Приостановка работы связана с необходимостью перестройки логистики и дефицитом товаров. Нет, мне не все равно. Я вообще хочу Apple. Я бы хотела, я бы купила. Жалко, если уйдет. Да, конечно, всегда есть альтернатива. Лишь бы был удобный способ покупки и пользования. Если это так сложно, то, в принципе, перейти на Android не проблема. Я не фанат техники Apple, и я считаю, что это большие деньги для таких смартфонов. Я лучше приобрету себе Samsung или другие подобные техники. Поскольку для меня, я лучше в какие-то машины, в недвижимость вложу деньги, чем буду покупать дорогие телефоны и бежать за всей вот этой вот молодежью, которая хочет себе последний iPhone. В МТС можно, в магазине в МТС. Можно покупать в ДНС, в М-видео. Можно же? Ну вот, все. Мне кажется, следующая информация, которую мы будем озвучивать, спустя полгода после закрытия Apple Restore россияне перестали брать меньше кредиты. По-моему, это очень было хорошо для нас, для всех. Действительно, когда телефон стоит за 100 тысяч, конечно, без кредита не обойдешься. Ну, вообще, наш век, ознаменован тотальной смартфонозависимостью. Многие так вообще не могут представить свою жизнь без смартфона. Ну, а вот без чего жизнь реально невозможна, так это без воды. Источник жизни, главный ресурс на Земле, как только не называют эту важнейшую для нашей жизни жидкость. В Якутии ее ценность возрастает в разы во время паводка, когда качество речной воды заметно ухудшается. Но замечают ли это изменения якутяне, мы узнаем далее. Кола, кофе или чай из-под крана дома – такие явления повсеместны для многих городов нашей страны. Исключением раньше не была и столица нашей республики. В Якутске это явление носило сезонный характер. Качество воды в кранах горожан ухудшалось в период паводка. С 2019 года о паводке жителям Якутска напоминают только красивые виды ледохода и не такие красивые сводки о паводковой обстановке. В конце 2018 года в столице заработал новый комплекс водоочистных сооружений, подающий в город чистую воду круглый год. Паводок не исключение. Проблем в паводок
нет никаких. Все реагенты у нас закуплены заранее, еще в январе месяце. Инженерный состав весь готов к работе. Но вода, подаваемая в город, это одно. До каждого конкретного крана живительная жидкость проходит долгий многокилометровый путь с пересадками по магистральным, внутриквартальным и внутридомовым трубопроводам. Из них водоканал ответственен только за работу магистральных сетей. Мы решили проверить, какого же качества вода доходит до кранов потребителей. Для примера мы возьмем кран в нашей редакции. Обязательно холодная вода, потому что именно такая подается водоканалом в город. Мы наберем сюда в бутылку свой образец и отправимся с ним в лабораторию, чтобы узнать показатели конкретно нашего образца. Ну, даже невооруженным глазом можно заметить, что вода достаточно чистая. Тем не менее, лаборатория нам покажет, что же на самом деле. Наша редакция находится в центре города, в 8 километрах от водоочистной станции. Расстояние внушительное. Ориентироваться при анализе мы будем на Санпин «Чистая вода», главными показателями которого являются цветность, мутность железа. Предельные концентрации 20 градусов, 1,5 мг на литр и 0,3 мг на литр соответственно. Для сравнения, в день съемки сюжета параметры воды в реке Лени были следующие. Цветность 114 градусов, мутность 6,26 мг на литр, железо 0,6 мг на литр. Предоставленный вами образец воды полностью соответствует Санпину по холодному водоснабжению. Сравним наш результат с водой, которую подавали в этот день в город. Цветность 6,6 градуса, мутность 0,5 мг на литр, железо 0,8 мг на литр. Разница такой воды и нашего образца сводится к сотым долям, а железо так и вовсе приблизилось к нулю в нашем образце. Результат говорит сам за себя. В региональном управлении Роспотребнадзора мы нашли подтверждение нашему эксперименту. Во время паводка жалоб на холодное водоснабжение от жителей Якутска не поступало. Качество воды в период паводка практически не изменяется по сравнению с другими периодами года. Доверяй, но проверяй. Такой поговорки придерживается Роспотребнадзор и нет-нет, да все равно самостоятельно отбирает пробы воды. За первый квартал этого года проверили 6500 проб, из них 1500 в Якутске. Несоответствие нормативу выявили только в 9% случаев. Внутриквартальные сети у нас остаются старыми и изношенными. Ввиду этого может показать превышение железа. Во многих районах республики проблем с ухудшением качества воды после очистки нет. Вода просто напрямую подается из водоема. Это допустимо, если качество воды в месте забора позволяет так делать. Но, как правило, именно в таких случаях и фиксируют несоответствие. При этом в региональном министерстве ЖКХ решительно намерены решить эту проблему. Подспорьем для этого стала федеральная программа «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году мы ввели 2 объекта по данной программе. Это водоочистная станция в городе Алёкминск и водоочистная станция в городе Покровск. В текущем году у нас завершается реализация мероприятий по 5 объектам. Это магистральные сети в Верхневилюйском районе, в самом селе Верхневилюйске и село Андреевское. Также станции водоподготовки – это в селе Сунтар, Сунтарского района, Бердигистяк Горного и Алёкминск, второй этап. Подведем итог по существу, так сказать, без лишней воды. Вопрос качественного водоснабжения в столице региона можно считать решенным. Круглый год горожане снабжаются качественной водой, паводок не исключение. Другой вопрос – районы республики, во многих из которых ситуация не такая радужная. Но в региональном министерстве сообщили, что до 2024 года по программе «Чистая вода» чистой водой планируют обеспечить порядка 70% населения. Павел Танин, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Ну, вообще, надо отметить, что вот по сравнению, что было несколько лет назад, когда у меня прямо во время паводка из крана сыпался песок, в прямом смысле. Сейчас просто земля и небо, на самом деле. Если честно, я тоже помню, как лет 10 назад вот этот запах какой-то травы, веников, он находился в воде, и ты вот этим умываешься. А готовить уже пищу на такой воде, это было просто противопоказано. Можно было, проще было не есть. Так что сейчас все гораздо лучше. А еще я никогда не понимала, почему вот воду из-под крана пить нельзя, потому что она считается грязной, но при этом овощи надо водой из-под крана мыть, тогда они станут чистыми. Вот что это за парадокс такой? Ну, я думаю, это пища для размышления. Друзья, но мы не зря заговорили о овощах, потому что в магазинах Мирного этим летом будут продавать местные овощи и клубнику. Наши коллеги расскажут о планах успешного фермера.
урожай этого года поступает в магазины Мирного. Продукция не привозная, а местная. Предприниматели Светлого каждое лето радуют мирнинцев овощами местного производства. Гасан Джафаров выращивает овощи с 1991 года. Каждое лето на реализацию в магазины района отдает примерно 50 тонн разных культур – огурцы, помидоры, баклажаны и кабачки. В этом году посадил 6 тысяч кустов. Удобрения используют только органические, никакой химии. Это и полезнее, и безопаснее, говорит Гасан. Его продукция пользуется спросом. Доставляет нам нормально. Каждый год у него берем. Вот в этом году уже сколько, 4-й раз привозит уже. В сетлинских теплицах урожай собирают с мая по октябрь. Работают вдвоем – сам предприниматель и один сотрудник. Иногда в сборе помогают студентки Мирнинского регионального технического колледжа. Работа у нас с 8, иногда и 2, и час ночью ухожу домой. Работаем пока вдвоем. Молодые люди, которые с поселка, которые говорят, что работы нет Светлым, неправда это. Мы даем им даже зарплаты, кормим бесплатно. Зарплата в пределах 70 тысяч. Никто не хочет работать. В прошлом году администрация Мирнинского района помогла предпринимателю со строительством большой теплицы, откуда этим летом планируют собрать 40 тонн овощных культур. Проверят на урожайность и клубнику. В этом году здесь впервые посадят клубнику. Если ягода приживется на Светлинской земле, то в следующем году вся эта теплица будет засажена клубникой. Предприниматель говорит, что на участке не хватает газификации. Сейчас теплицы отапливают печкой. Если с газификацией помогут, то посадкой можно будет заниматься с февраля, а местные овощи будут раза в 2 дешевле. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». 27 мая 1703 года, 319 лет назад, Петр I заложил Петропавловскую крепость, день основания Санкт-Петербурга. С истории создания Петропавловской крепости начинается история города. С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. К лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. О других событиях, которые произошли в этот день, наша рубрика «Даты и события». 27 мая – Общероссийский день библиотек. Также сегодня день основания Санкт-Петербурга. 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость. Сегодня также день смелых решений. Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий, отчаянный шаг. По народному календарю, если день ясный, то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной, то и все лето должно было быть таким. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Был казнен Лжедмитрий I. В 1795 году в этот день в Санкт-Петербурге основана первая государственная общедоступная библиотека в России. 27 мая 1883 года в Москве на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея. 27 мая 1905 года началось Цусимское сражение, последняя решающая морская битва русско-японской войны. В 1930 году в этот день американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту «Скотч». 27 мая 1969 года создана рок-группа «Машина времени». В 1877 году в этот день появилась на свет Айсидора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина. 27 мая 1903 года родилась Елена Благинина, советская поэтесса, автор стихов для детей. 27 мая 1960 года родился Александр Башлачев, советский рок-музыкант и поэт. В 1967 году в этот день появилась на свет Мария Шукшина, советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон. Сегодня в рубрике «Музейный гид» мы подробно рассмотрим работу Эдуарда Васильева «Эсэх Йохельсона», за основу которой взята известная фотография Йохельсона «Открытие Эсеха».
К знаменательной дате, к столетию образования ЯА СССР, Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия подготовил выставочный проект «Генерация республики». Историческая парадигма развития Якутии показана в экспозиции, начиная с декрета вручения об образовании ЯА СССР, строительства железной дороги, колхозного быта, основания первой школы и заканчивая ярким, животворящим образом герба Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Интересны в историческом плане портреты политических и общественных деятелей, показанные художниками по-своему в авторской трактовке. Подобно обычным людям с чувствами и эмоциями, они полны дум и раздумий о судьбе родной республики. Ярким, жизнеутверждающим аккордом выставки стала монументальная работа «Эссех для Йохельсона. Документальная картина» посвящается Геннадию Петровичу Сотникову, художника Эдуарда Васильева. Над этим живописным произведением художник работал с 1998 года и окончил работу только в 2018 году. За основу картины взят известный снимок Владимира Йохельсона «Открытие Эссеха», сделанный им в начале мая 1902 года в селении Чурапча. Участник Джузеповской Тихоокеанской экспедиции прибыл в селение Чурапча из Среднеколымска 5 мая 1902 года, чтобы успеть в Якутск до вскрытия реки Лена. Когда он рассказал местным жителям о том, что собирает материал для далекой страны Америка, в которой интересуются традиционными празднествами и обычаями народа Саха, специально для него был устроен эссех, во время которого он сделал множество ценных фотографий. По договору с организатором экспедиции Францем Боасом Владимир Йохельсон передал ему очень обширную этнографическую коллекцию артефактов, музыкальных записей и фотографий, которые ныне хранятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Художник Эдуард Васильев в своей работе до мельчайших подробностей выписал детали, которые были за основу взяты с фотографии. Написанная маслом в монохромном блеклом колорите, картина заставляет всматриваться в прошлое сквозь дымку столетия. Приходите в наш Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть эту работу своими глазами. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники библиотек. Якутия вот уже несколько лет занимается модернизацией библиотечной системы. В рамках федерального нацпроекта «Культура» несколько лет назад проводился конкурс на получение средств для модернизации библиотек. И по итогам конкурса одним из победителей стала библиотека «Созвездие». Так что все, друзья, мы вас приглашаем на утреннюю экскурсию. Рядом со мной интересный человек. Дарья Васильевна, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. В первую очередь хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. История библиотеки «Созвездие» ведет отсчет с 2012 года. Раньше здание библиотеки находилось в старом здании ДК Гагарина, который был потом перестроен. И в это здание мы въехали в 2015 году. А в 2020 году мы выиграли национальный проект «Культура» и сделали ремонт, закупили компьютерную технику. И давайте немножко пройдемся. Здесь, как только люди заходят в здание, находится гардеробная, зона буккроссинга. И здесь вы можете видеть, что условно у нас библиотека разделена на две части. С левой стороны находится зона Малой Медведицы. Там у нас детская литература, актовый зал, зона тишины, игровая зона. Как человек вошел в библиотеку, разделся, вот сразу может подойти вот к этому виртуальному столу и вот уже сразу, как говорится, обновить свои знания, получить последнюю информацию. Ну, очень интересно. Давайте пройдемте дальше. Сейчас представили выставку с автографами, выставку книг с автографами. Нам многие авторы дарят свои книги, и своего рода у нас есть небольшая вот такая коллекция, можете посмотреть. Какие писатели к вам приходили в гости, чей автограф у вас есть? Совершенно разные. В последний раз приходила
Вот буквально в прошлую субботу Лидия Тарасова. Она детская писательница, сказочница. Люди могут узнать, какие, допустим, книжные новинки появились в этом году, да, и воочию познакомиться с писателем, правда? Да, сейчас вообще библиотеки, можно сказать, носят функцию центров, скажем, интеллектуального, всестороннего развития человека. Здесь у нас проходят также занятия по компьютерной грамотности. Также у нас есть сетевой проект по мобильной грамотности. Вообще в первый раз, да, вот эта библиотека, она мне вот очень нравится. Почему? Потому что, во-первых, она вообще красивая, она современная, она вот технически как-то оснащена, все продумано, все разбито на какие-то зоны. И, ну, как-то очень приятно здесь находиться, хочется здесь, ну, подольше побыть, с любимой книжкой, да, вот, допустим, вот я вижу, что вот здесь тоже, да, вот, как говорят сейчас современная молодежь, chill out, да, вот тут можно какая-то зона, расскажите вот про эту лаунж-зону. Молодежь здесь может заниматься, в таком вот, может посидеть, почитать, уединиться. Графина Михайловна, ну, сейчас как быстро можно оформить, значит, любителя книг? Наши посетители не потеряют много времени, когда придут в такие вот модернизированные библиотеки. Мы являемся где-то, наверное, второй библиотекой, которая внедрила вот такую вот электронную систему РФИД. Да? И он, знаете, чем хорош? Он дает право обслуживания во всех наших филиалах. То есть, если вы у нас зарегистрировались, вот с этим читательским билетом вы уже приходите во все наши филиалы, и вы уже занесены в городскую базу данных. Еще такую возможность, не подходя к библиотекарю, получать книгу и сдавать книгу уже бесконтактно. Если вы выбираете книжку, дело в том, что вот эти книги, они у нас уже тоже все прочипированы. Вот видите, вот здесь вот стоит чип, то есть мы уже не тратим время на запись. Да, то есть тут уже вся информация о книге, да, и о читателе. Да, и прямо движение. Вот сколько раз эту книгу, как говорится, выдавали, кто ее брал, да, вот, например. И поэтому очень хорошо, то есть она облегчает именно библиотечный процесс. Здесь находится очень интересный отдел для детей, да, очень, ну просто, у меня даже нет слова, есть игровая зона, есть интересные книжки. И рядом со мной, кстати, посетитель, тоже юная читательница. Хюней, доброе утро. Доброе утро. Как часто ты приходишь в библиотеку? В библиотеку тут можно порисовать, поиграть, познакомиться с детишками и смотреть книги. Какое мероприятие у вас сегодня будет? Ну, мы так заранее договариваемся с библиотекой сначала на определенную дату, время и приходим с нашими учащимися. Вы здесь завсегдаты, как говорится, да, приходите в неделю 2 раза. Вы любите читать, и насколько вот эта атмосфера, да, вот, которая вот здесь царит, присутствует, она помогает вам отдыхать? Знаете, вот созвездие вот именно помогает мне, например, жить. Она дает мне силы. Я прихожу сюда 2-3 раза в неделю со всеми сотрудниками в очень хороших отношениях. Созвездие вот для нас, для ветеранов, это отдушина. Они приглашают нас на все мероприятия, которые проводят. Мы с удовольствием приходим. И нас здесь, ветеранов, встречают как самых родных. Признавайтесь, сколько книг вы читали? Вы, наверное, все книги прочитали здесь? Я уже тут все прочитала, уже по второму раз беру и читаю. Да я же уже читала это. Просто уже память не та, да не помнишь, там уже сейчас все в компьютере. Сегодня заметили, что прекрасно люди здесь работают. А главное, прекрасная, уютная атмосфера. И хочется читать, работать и учиться. Главное, что здесь все профессионалы работают. Действительно, очень хорошо, когда есть такие библиотеки, место, в которое могут прийти и молодые, и взрослые люди, и даже дети. И также всегда делаются какие-то акции и программы для детей, для того, чтобы привлечь их к чтению и заинтересовать книгами. Ну что же, ну а у нас в продолжении этой темы в гостях в студии Иван Юрьевич Кривогорницын. Доброе утро. Главный режиссер Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Ну, сегодня в Национальной библиотеке состоится ежегодная акция, которая называется «Сила книги». Какой теме она будет посвящена и кто приглашенные гости? Здравствуйте. Сегодняшняя начинается акция общероссийская, посвященная Дню библиотек. Это называется «Библионочь». И она посвящена в этом году, исходя, что год у нас чему посвящен? Культуры, наследия. Да, и нематериального наследия. Культурного наследия. И по всей России эта акция посвящена традициям, народным традициям.
И исходя из этого, акции «Сила книги» будут проходить в таком формате. Будет мама известного блогера Карины Колесовой, Наталья Колесова, по-моему, и она будет читать книгу. И очень хорошая такая акция будет. Ну вот, как вы уже сказали, Якутск также присоединился ко всероссийской акции «Библия ночь». Да. Что интересного ждет тех, кто решит в ней принять участие? Да, «Библия ночь», чем отличается эта «Библия ночь»? Да? Тем, что 2 года практически не было ее. 2 года. Помните, 20-21 год, такие пандемийные времена. Были, тогда да, все, причины были как раз. онлайн. Это онлайн, что это такое, знаете? Вообще там ответы, вопросы, нет общения такого. А раньше же в Якутске, по всей России они же начали с какого года? 2012 года. 2012 года по инициативе работников библиотеки имени Тургенева в Москве. Там 2 парней были очень такие крутые, креативные. Они придумали эту «Библия-ночь», чтобы расширить формат библиотек, потому что до сих пор все люди, и вы, может быть, думаете, что библиотека – это хранилище для книг. Но сейчас это не так. Это многофункциональный центр. Еще круче, чем настоящий многофункциональный центр. Там можно прийти, посидеть с друзьями, принеси с собой ноутбуки, смартфоны, посидеть там. Но не шуметь, да? Главное. Не, можно и шуметь уже. Можно шуметь уже? Да, конечно. Много извинимых. Наверное, дискутировать, Да, скорее можно всего. дискутировать, там можно пригласить друзей подискутировать, там можно проводить занятия, лекции по английскому языку, по китайскому языку, проводить занятия по настольным. Футбол нельзя играть, но по настольным играм можно проводить такие мастер-классы. Просто нужно подойти и записаться. И в этом году, спустя 2 года, мы решили провести эту «Библия-ночь» на свежем воздухе. Знаете же, внутри, сзади библиотеки, там есть спортивная площадка, сквер. Это будет задействована вот эта локация. И спортивная площадка, и сквер. И сквер это будет скоро называться литературный сквер. Ух ты. Да. Заходишь туда, сразу становишься писателем. Именно писателем, то есть не чтение в тишине, а писателем, да? Там будет очень современная локация, будет памятник буквам, будет, все будет, фонтан, и можно зайти и посидеть, и почувствовать себя, по крайней мере, если не писателем, но очень хорошим читающим человеком, умным. В центре города, место тишины, да, такое? И в этом году, так как это посвящена традициям, там будет, во-первых, как всегда, Альбина Дегтярева, она будет учить вас варгану, хамусу, как играть, какие ноты брать. С собой приносить инструменты или можно там взять? Да, с собой нужно, потому что все-таки это пандемия, там надо все протирать. Гигиена, Там будет мастер-класс по бисероплетению, по вырезанию, буквам будет, мастер-класс по якутским настольным играм, хабылык, хамыска. И можешь подойти сразу, научиться, может, ты пройдешь отбор туда. А сборная Якутска, может, ты сразу сделаешь карьеру такую. Да. И будет такой мастер-класс. У нас же есть молодые писатели. Есть такой молодой писатель Максим Эверстов. Вот, как раз будет премьера, насколько нам известно, да? Презентация книги. Презентация книги, он называется «Санитар леса». Я сам не читал. Поэтому не могу сказать, о чем это, но это, говорят, фантастика, фэнтези. Он получил республиканскую премию, ему дали грант, он напечатал книгу, и буквально вчера он позвонил мне, сказал, что он выиграл еще в Москве какую-то суперпремию для молодых авторов. Ее будут печатать. Его рассказ, вот этот, «Санитар леса», вошел в сборник молодых российских уже авторов. Топ-20 вошел. Здорово. Да, вот такие люди работают в библиотеке. И много очень интересного. Главное, чтобы они подошли, горожане, завтра с 4 часов дня, и будет до 10 вечера во двор Национальной библиотеки на проспекте Ленина, и там
будет отлично провести вот субботний вечер. Но также в программе будет премьера документального фильма, да, над которым вы работали. Да. Чем это интересно? Это история об ученом тунгусоведе Глафире Васильевиче. Да. Дело в том, что в нашей национальной библиотеке есть много коллекций книг дарственных, ученых, знаменитых людей, которые жили в республике. Но есть и коллекции людей, которые были выдающимися людьми всей России и Советского Союза. Одной из коллекций является откуда из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. Это знаменитая коллекция Глафиры Макарьевны Васильевич. Это знаменитый тунгусовед, понимаете, ученый. Человек, который подарил малым народам Севера, конкретно эвенкам, что подарил он? Он подарил алфавит, письменность, букву, практически все словари. Русско-эвенкийский, эвенкийско-русский. И благодаря этому эвенки получили возможность читать книги, писать книги. И вот такой вообще человек, мощнейший человек. Вот мы видим, да, вот кадр из фильма. Вот видите, он стоит. Это хранилище, да, хранилище, да, несгораемое. Основное действие проходило все-таки в библиотеке или были еще другие локации? Нет. И были библиотеки немного в хранилище. И мы снимали в Санкт-Петербурге, в Москве, в Нерюнге, Иенгере, в Алекнинске, где она была. В Иенгере даже? Да. С экспедицией. Дело в том, что она родилась в 1895 году, еще в 19 веке. И впервые поехала на экспедицию уже в 1925 году в Красноярский край. И стала изучать там живущих красноярских эвенков, тунгусов. И потом уже 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы она была и в Якутске, и в Алекнинске, и в Ленске. В ходе работы над сценарием, сбором информации, что такого интересного и уникального, может быть, вы нашли как раз-таки о Глафире Васильевич? Ну, мы уникальные, это вся его биография, да? Она видела многих людей, которые которых нет с нами, конечно, естественно. Она стала одним из первых преподавателей Российского государственного университета имени Герцена в Ленинграде. Она пережила блокаду Ленинграда. Она ниоткуда не уехала, а там работала прямо в Кунсткамере. И в 1952 году ее еще репрессировали. Она 3 года провела в лагерях Пермского края. И после этого, как после смерти Сталина, была реабилитирована, выпущена и продолжила свою работу. Какой был замечательный. Это мы сейчас увидели как раз-таки архивные кадры, да, из ее биографии. И она побывала в Иенгере очень много, 2 раза, в 49-м и 69-м годах. И в честь этого Иенгринскую среднюю школу-интернат присвоили имя Глафиры Макарьевны Васильевич. Ну, можем еще раз напомнить зрителям, где можно будет увидеть премьеру и вообще как можно посетить, попасть на Надо ли где-то зарегистрироваться, где можно подробности узнать? Ну, фильм будет показан в историческом зале исторического здания памятника архитектуры на проспекте Ленина. Это будет в субботу, 28 мая, в 8 вечера в рамках Библионочи. И приглашаем всех любителей исторического кино, любителей культуры нашей необъятной республики на премьеру фильма «НГС из Северной Пальмиры». Почему НГС? НГС – это по-венкийски «храбрая». Она прямо в одной из экспедиций в Алекнинске плыла на лодке и встретила на речке медведя. И крикнула: «Эй, медведь!» На венкийском крикнула. «Медведь, я не вставала на твоем пути». Все подробности не рассказывайте, пускай это будет интрига, друзья. Мы как раз-таки приглашаем всех посетить Библионочь и узнать самыми первыми самое интересное. А к нам присоединились наши новостные обозреватели. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей.
Число бюджетных мест в вузах Якутии выросло почти на 1000. Всего более 6000 бюджетных мест открыто в этом году в высших учебных заведениях республики. Это почти на 1000 больше, чем в прошлом году. В частности, увеличено число мест для поступающих на гуманитарные и медицинские специальности. Это связано с ростом контрольных цифр приема на данные направления. Что касается среднего профобразования, то в СУЗах региона открыли новые специальности и всего предусмотрено более 6700 бюджетных мест. В целом в этом году из порядка 7900 выпускников на бюджетные места могут претендовать примерно 77%. Почти 53 тысячи якутян проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». В лидерах по-прежнему остаются Татинский наслег, на второй строчке Амгинский наслег и замыкает тройку Сунтарский, говорится в сообщении. Напомним, от Якутска представлены 5 территорий. Большинство голосов жители столицы отдают благоустройству набережной озера Сайсары и сквера Матери. Отдали свой голос за этот проект почти 12 тысяч горожан. До конца голосования осталось 3 дня. Отдать свой голос в поддержку территории можно на сайте. Документальный фильм «Мой личный динозавр» покажут в историческом парке «Россия. Моя история». Картина повествует об экспедиции ученых в Якутию. Цель поездки – найти следы арктических динозавров. Кинопоказ прошел в рамках проекта научно-популярный киномарафон «Мой личный дракон». Он нацелен на просвещение школьников среднего и старшего звена. Так, программа охватит 8 районов республики, в которых проведут 16 мероприятий. Фильм уже показали в Хангаласском и Намском районах, а также в Мархе. Вторая часть начнется с сентября месяца. Запланированы поездки в Вилюйские улусы. Будут охвачены Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарские улусы. А также у нас в сентябре месяце стартует конкурс детских мини-скульптур. Называется «Мой Сунтаврик». Все дети республики будут участвовать в этом конкурсе. Очень хорошие призы будут. И этот конкурс будет посвящен памяти Файзеля. А с понедельника в Якутске запретят проезд для транспорта на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина. Связано это с проведением плановых ремонтных работ. Откроют движение на перекрестке Кирова и проспекта Ленина 31 октября, говорится в сообщении мэрии. Автобусы под номерами 3 и 6 продолжат движение согласно схемам объезда. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну что, друзья, к сожалению, наш эфир подходит к концу, но мы с вами обязательно еще увидимся здесь же, на телеканале Якутия-24 в программе «Утро Якутии». Эта неделя, я думаю, была для вас очень интересная, потому что мы узнали много полезного. Мы посетили прекрасные места, мы посмотрели, как начинается утро в Еланке. Также мы посмотрели прекрасный Табагинский мыс, который был полностью покрыт подснежниками. У нас были интересные гости, которые рассказывали нам много полезной информации, которую, я думаю, многие из вас взяли на вооружение. Ну и всю эту неделю с вами были мы, Руслан Ачиров, Полина Долинская. И завершить наш этот недельный эфир хотелось бы замечательным ансамблем из Еланки, который называется «Веселушки». Осенью этому коллективу исполнится 10 лет. Ну что, дорогие друзья, желаем вам отличного продолжения дня и до новых встреч в эфире. Солдаты, а не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.